Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Уроки поминания Всевышнего Аллаха. И мы с вами на протяжении двух лекций, два урока разбирали величайшие слова Аллаху Акбар, то есть такбир, возвеличивание Всевышнего Аллаха. Мы с вами говорили о том, сколько раз мы произносим эти великие слова во время совершения пятикратных намазов, дополнительных намазов, во время слов поминания Аллаха, когда мы произносим слова поминания Аллаха, утром, вечером, поэтому несколько, человек даже сам, может быть, никогда об этом не задумывался, но получается несколько сотен раз в день мы говорим Аллаху Акбар. И также мы отдельный урок посвятили значению слова Аллаху Акбар, что означает это слово, то есть не просто, как многие переводят, Аллах велик, а именно здесь идет форма Аллаху Акбар, Акбар, то есть идет сравнительная форма Акбар, то есть Аллах величественнее, Аллах величественнее, Аллах выше, чем все остальное, чем все существа. Сегодня давайте объединим все эти 4 слова, которые мы с вами уже второй год изучаем, да? Эти калиматуль арба, как в хадисе говорится, 4 слова, которые являются наилучшими словами, как в хадисе сказано, ба'даль Кур'ан, после Корана. То есть это самые лучшие 4 слова после Корана. Это Субханаллах, Альхамдулиллах, Аллаху Акбар, ва ла иляха илляллах, тахлил, то есть тасбих, тахмид, тахлил и такбир. Мы с вами отдельно изучали достоинства вот этих 4 слов, то есть какие награды, какие пользы эти слова приносят, когда мы их произносим. Также мы отдельно посвятили по несколько уроков каждому из этих слов, то есть мы с вами несколько уроков, 2 или 3 урока разбирали Субханаллах, 2 или 3 урока разбирали Альхамдулиллах, несколько уроков разбирали Ла иляха илляллах, хотя можно, наверное, постоянные лекции проводить только посвятить только Ла иляха илляллах. Так ведь это величайшие слова. И 2 урока мы с вами говорили о значениях, достоинствах такбира, возвеличивания Всевышнего Аллаха. И на самом деле это, казалось бы, такие простые слова, которые мы с вами все знаем, которые все мы с вами повторяем, но очень часто мусульманин быстро привыкает, мы быстро привыкаем к этим словам и начинаем терять ценность этих слов, понимание этих слов, и они превращаются у нас просто в какой-то автоматический режим, когда мы говорим Субханаллах, когда удивляемся, да, или это то же самое, когда там что-то нам не нравится, мы там астагфируллах говорим, да, хотя это же великие слова, я прошу прощения у Аллаха, астагфируллах, я прошу прощения у Аллаха, или там ля иляха илляллах, даже сами иногда не задумываемся, что мы только что сказали самые величайшие слова. Поэтому давайте сегодня как бы подытожим эти 4 слова и немножко почитаем про связь между этими словами. Потому что то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, собрал эти 4 слова именно в одном зикре, значит, есть связь между этими словами. Потому что это те 4 слова, которые мы можем в отдельности говорить. Мы это и говорим в отдельности, так ведь?
Например, мы говорим Аллаху Акбар, когда спускаемся на руку, суджуд. Это отдельное слово. Мы говорим Субханаллах 33 раза, Альхамдулилля, это отдельно говорим. Но то, что пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, что эти 4 слова, они самые лучшие, любимые Аллахом после Корана, это значит, есть связь между этими словами. И вот если посмотреть, ученые разделяют эти 4 слова на 2 пары, на 2 половинки. Первое — это вот как раз первая половина, Субханаллахи, вальхамдулилляхи. То есть это первая половина. Получается тасбих и тахмид, возвеличивание, восславление Всевышнего и восхваление. Ну, переводить можно по-разному. Но пока ты не почитаешь, не послушаешь, что означают эти слова, то есть перевод здесь не важен. Это то же самое, как «Бисмилляхи рахмани рахим». Мы с вами говорили, да? Где-то говорится, что во имя Аллаха милостивого, милосердного. Кто-то из знающих спорил, что милосердное сердце, у Аллаха нет сердца, нет такого далиля, чтобы указывало на сердце Аллаха. Поэтому нельзя говорить про Аллаха милосердный. То есть это одно из обсуждений. Поэтому кто-то говорит, переводит эти слова «Бисмилляхи рахмани рахим» во имя Аллаха всемилостивого и милостивого, кто-то так говорит. Но на самом деле, как бы мы ни переводили, это есть милость Аллаха. И здесь русский язык, ты как бы не изучал, каким бы богатым язык не был, хотя мы, татары, иногда говорим, что татарский язык, он намного богаче, да, к сожалению, он был богатым когда-то, когда татары говорили на настоящем татарском языке. Сегодня у нас то, что осталось, это просто, нищета, к сожалению. Поэтому состояние русского языка, учитывая и государственную поддержку, учитывая сколько литературы, сколько словарей, да, просто когда переводишь, например, высказывание какого-либо ученого с арабского на русский, намного проще найти синонимы, эпитеты, которые, хотя бы, как-то передают смысл слов пророка или слов Всевышнего Аллаха. А когда начинаешь переводить на татарский, это огромная проблема. Во-первых, очень тяжело найти синонимы, эпитеты, а во-вторых, если замудренно будешь переводить, тебя никто и не поймет, да, из татар. Поэтому вот приходится так. А арабский язык, он, конечно, он еще намного шире. Не просто Аллах выбрал арабский язык языком Корана. Это не просто так. Наличие огромного количества, иногда на некоторые слова синонимов, несколько сотен синонимов, да, то есть это просто бездонное море, арабский язык, поэтому это я еще говорю не как специалист по языку, а просто имам, который в каком-то роде читает книги на арабском, пытается, да, и понимает, пытается понимать смысл. Поэтому это великие слова. Поэтому Рахман что означает? Рахим что означает? Это только об этом надо читать. Об этом надо читать шарх, тафсиры и так далее, и так далее. И здесь то же самое. Восславление, восхваление. Тасбих — это есть тасбих. У него есть свое значение. У него есть своя, скажем, польза для людей. Тахмид — это восхваление, это шукр. У него есть свои задачи, свои пользы. Поэтому тасбих и тахмид, вот как раз это первая половина этих 4 слов. И очень много, дорогие братья, хадисов, очень много зикров, которые использовал, которому призывал нас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, где именно объединяется тасбих и тахмид. Субханаллах, вальхамдулилля. Они приходят вместе. Не только в этом зикре. Давайте начнем с хадиса. Все не будем приводить. Времени у нас не хватит просто. Значит, получается, тасбих — это товарищ тахмида. Субханаллах, у него товарищ альхамдулилля. И много моментов, когда они приходят вместе. Бухари и Муслим передает.
от Абу Хурайры, радийаллаху анху, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Калиматани» — есть два слова, «хафифатани аля лисани». Они очень легкие для языка. Субханаллах, альхамдулилля. Так ведь? То есть они легкие. Для языка они легкие. Но, несмотря на то, что они очень, их легко произносить, «thaqилатани фил мизани». Они будут очень тяжелые, где? На чаше весов благодеяний в судный день. Легко их говорить, но зато в судный день, машаллах, человек будет радоваться, увидев, какую пользу, какой вес будут иметь эти слова. «Хабибатани иля рахмани». И эти два слова, их любит Аллах. Хабиб. Ну, хабиб, говорят, любимый друг, да? Хабибуллах, говорят. Поэтому хабибатани, то есть оба эти слова любит милостивый. Какие это слова? Субханаллахи ва бихамди. Это первая часть. То есть субханаллах. Пречист Аллах. То есть вспоминаем, что означает субханаллах. Да? То есть мы признаем чистоту Аллаха от всех недостатков. Пречист Аллах от всех недостатков. У него не может быть никаких недостатков ни в его именах, ни в его качествах, ни в его делах, деяниях. Аллаху присущи только имена и качества и дела совершенства. Поэтому мы говорим субханаллахи ва бихамди, и его мы восхваляем. То есть пречист Аллах, и его мы восхваляем. Тасбих, тахмид, субханаллахи аль-азим. Это вторая часть. Субханаллах, пречист Аллах, аль-азим, Аллах великий. Великий, пречист Аллах великий. Поэтому, дорогие братья, субханаллахи ва бихамди, ва субханаллахи аль-азим. Эти два небольших, несложных для языка, для заучивания зикра, машаллах, они очень будут тяжелыми на чаше весов благодеяний в судный день. Вот здесь тоже мы видим связь, да, между тасбихом и тахмидом. Также имам Муслим передает хадис от Абу Дар, радийаллаху анху, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Афдалуль калями мастафаллаху ли малаикатихи». То есть самые достойные слова, которые Аллах избрал для своих ангелов, то есть чтобы эти слова говорили его ангелы, это субханаллахи ва бихамди, то есть пречист Аллах, и ему восхваление, и его мы восхваляем. И сура Аль-Бакара, 30 аят. Аллах приводит нам слова ангелов, которые сначала возразили, когда Аллах сказал им, что Он установит на земле наместника, и они привели свои доводы, что эти существа, они также, такие, которые были до них, будут бесчинствовать на этой земле, проливать кровь. «Ванахну нусаббиху бихамдика ва нукаддису лак». А мы, в свою очередь, нусаббиху бихамдика. Мы восславляем тебя, то есть воздаем тебе тасбих и что? Тахмид. Мы восхваляем тебя. Вот здесь тоже получается, вот эти слова субханаллахи ва бихамди, это те слова великие, которым Аллах научил своих ангелов. Ангелы безгрешные восхваляли Всевышнего Аллаха вот этими словами. Субханаллахи ва бихамдихи. Сура Бакара, 30 аят. Также сура Ан-Наср. «Ида джаа насруллахи валь фатх». Посмотрите завершение суры, да? 3 аят. Аллах говорит: «Фасаббих бихамди раббика». То есть восславь своего Господа бихамди, восхвалением. Тасбих и тахмид идет. Субханаллах, альхамдулилля. Вастагфир. И еще идет 3 истигфар. И проси у него прощения. Иннаху кана таваба. Воистину он принимающий покаяние. Вот здесь то же самое. Фасаббих бихамди раббика вастагфир. То есть
восславь своего Господа и что? Восхваляй Его и проси у Него прощения. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда совершал намаз, один из зикров, слов поминания Аллаха во время рукуа были следующими. Он говорил во время рукуа. То есть огромное количество уммы, может быть, я боюсь ошибиться, может быть 90% уммы, да? Что ограничивается, ну, той частью уммы, с которым я, может быть, общаюсь, да? Вот ограничивается вот теми словами, которые они выучили в первый раз, да? Какие слова? Субхана раббияль азим. А в суджуде субхана раббиль а'ля. Субханаллах, если мы откроем книги зикров, хадисы, которые указывают на слова поминания Аллаха, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во время намаза, машаллах, мы видим 2, 3, 4, 5, 6 вариант зикра. Не просто субхана раббиль азим. Потому что даже вот есть люди, которые спрашивают, машаллах, они еще спрашивают, это очень хорошо. Вот я, говорит, во время тахаджуда не знаю, что просить. Я, говорит, 3 раза, но это мало, субхана раббиль а'ля во время суджуда. Ну ладно, 5 раз. Все равно для тахаджуда это мало. 5 раз субхану раббиль а'ля. Хотя это великие слова, если ты будешь их понимать, смысл этих слов. Это самые лучшие слова во время суджуда. Но, дорогие братья, есть огромное количество других зикров, которые посланник Аллаха говорил во время рукуга, суджуда. И вот один из зикров, обязательно надо выучить этот зикр. Во время рукуга посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил: «Субханака, субханака Аллахумма, Раббана ва бихамдик, Аллахумма гфирли». Он говорил вот эти слова. В переводе означает: «Субханак Аллахумма, о Аллах, ты пречист от всех недостатков, ва бихамдик, и тебя мы восхваляем, и вся хвала тебе. Раббана», то есть получается «Субханак Аллахумма, Раббана». Есть еще, я пропустил Раббана. То есть ты пречист, о Аллах, от всех недостатков. Раббана, ты наш Господь. Или можно сказать, о наш Господь. Раббана. Ва бихамдик. И тебя мы восхваляем. Тасбих, тахмид. Аллахумма гфирли, о Аллах, прости меня. И вот посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, он произносил эти слова после вот этого аята. Когда Аллах приказал своему посланнику, пророку, следующее повеление. «Фасаббих бихамди», «фасаббих», «восславляй», «восславляй своего Господа», «бихамди раббик», то есть восхвалением, «вастагфирху», и проси у него прощения. Поэтому во время рукуга идет 4 даже обращения. Во время рукуга 4 обращения, то есть как раз вот это все в этом аяте, сурат Ан-Наср, 3 аят. Субханак Аллахумма, о Аллах, ты пречист от всех недостатков, Раббана, ты наш Господь, ва бихамдик, и вся хвала тебе, Аллахумма гфирли, о Аллах, прости меня. Этот хадис в достоверном хадисе, который передал Аиша радийаллаху анха. Также можно привести суру Гафир, 55 аят, где Всевышний говорит: «Вастагфир лиданбика», и проси прощения у Аллаха за свой грех, «Васаббих бихамди раббика», и восславляй, говори тасбих, тахмид, бихамди раббика, то есть восславь своего Господа хвалой, биль аши валь ибкар, то есть и днем, и ночью, и по утрам, и по вечерам. Сура Гафир, 55 аят. Также можно привести сурату Рум. Это получается 17 аят и 18 аят. В 17 аяте Всевышний говорит: «Фасубханаллахи хайна тумсуна ва хайна тусбихун», то есть пречист Аллах, когда вы доживаете до вечера, и когда вы доживаете до утра, по утрам и вечерам, «Валяхуль хамду фис самавати валь ард», и хвала Ему как на небесах, так и на земле. Тасбих, 17 аят, 18 аят, тахмид.
Поэтому, получается, это первая половинка, первые два товарища. Они идут вместе. Субханаллах, вальхамдулилля. Следующие два товарища, валя иляха илляллах, это тахлиль. Тахлиль, это единобожие, так ведь? И Аллаху Акбар, такбир. Получается, тахлиль и такбир, они идут вместе. Первая половина тасбих и тахмид, вторая половина тахлиль и такбир. Субханаллах, альхамдулилля, а здесь ла иляха илляллах, Аллаху Акбар. Также, дорогие братья, можно привести некоторые зикры, дуа пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда объединяются вот эти два товарища, тахлиль и такбир. Даже если взять всем известный зикр, который является одним из знаменем ислама, это азан. Азан. Вот возьмите структуру азана, да? Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. 4 раза мы повторяем такбир, а потом 2 раза мы повторяем, здесь не тахлиль, а ташахуд. Шахада. Ашхаду ан ла иляха илляллах. Ашхаду ан ла иляха илляллах. То есть вот они 4 такбира и в 2 раза, что? Меньше тахлиль, ташахуд. И в конце, дальше идет 2 шахада. Шахада ан ла иляха илляллах ва анна Мухаммад Расулуллах. То есть мы свидетельствуем, что нет истинного божества, кроме Аллаха, и свидетельствуем 2 раза, что Мухаммад его посланник. Дальше идет призыв к молитве, то есть мы призываем, муазин призывает хайя аля саля, он призывает к совершению благодеяния, совершайте намаз. Хайя аля фалях. Фалях — это уже результат этого благодеяния. То есть получается хайя аля саля, идите на молитву и идите куда? К успеху. Фалях, преуспеяние. Катулу еще говорим, да? Это уже результат молитвы. Если вы придете, ответите на эту мольбу, на этот призыв, совершите намаз, то вы придете к преуспеянию. Как в этой жизни, так и последующей. И вот в конце 2 раза такбир и 1 раз что? Тахлиль. Тахлиль. Получается, вот так идет. 4 такбира, 2 ташахуда. Дальше идет что? 2 такбира, 1 тахлиль. Вот в итоге мы получаем сколько? 6 такбиров. То есть получается это, вот даже если посмотреть, там четные и нечетные цифры, да? Витр, шафа. То есть получается 6 раз такбир и 3 раза тахлиль. 2 ташахуда, 1 тахлиль. Вот они идут вместе. И это не просто так. Потому что мы знаем, что когда встал вопрос, как же призывать, объявлять начало молитвы, то сподвижники, пророк ﷺ обратился к сподвижникам, кто-то предложил бить в колокол, как это, например, христиане делали, да? Кто-то предложил в рог, как во время войны призывали всех, да, собираться. А потом Аллах Тааля захотел, чтобы один из подвижников увидел во сне, услышал слова азана. Он пришел к пророку, рассказал про этот сон, и посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, что это откровение от Аллаха. И вот так пошел азан. То есть, получается, азану научил нас Аллах и его посланник. Поэтому то, что 4 раза такбир, а не 5. Например, мы, когда такбират говорим, сколько раз такбир говорим? Когда во время праздников. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Например, во время, когда в путь выходим 3 раза, да? Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Субханаллахи сахара лана хада. То есть здесь 3 раза. А вот то, что 4 раза, это не просто так. Потом 2 раза шахада. Это не просто так. И в конце 2 раза такбир и 1 раз тахлиль. То есть во всем есть мудрость Аллаха, и во всем есть какое-то значение, какой-то смысл. Поэтому вот азан как раз это первый пример, что эти 2
слово, они товарищи. Ля иляха илляллах, тахлиль и такбир, они товарищи. Также во время хаджа есть места, где мы повторяем связываем эти слова. Например, когда мы подходим к Сафа и Марва, мы 3 раза, и хаджи, и тот, кто мухтамир, умру делает, он говорит: ля иляха илляллах, вахдаху ля шарика лях, лахуль мульку ва лахуль хамд. То есть, когда он говорит 3 раза Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, и дальше уже произносит слова ля иляха илляллах, вахдаху ля шарика лях, лахуль мульку ва лахуль хамд, ва хуа аля кулли шайин кадир, ля иляха илляллаху вахда, садака ва'да, ва насара абда, ва а'азза джунда, ва хазам аль-ахзабу вахда. То есть, эти слова он еще 3 раза повторяет. Но это то, к чему призывает нас сунна. Поэтому сначала 3 раза Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, потом идет ля иляха илляллах. Это то же самое. Когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям находился на верховом животном, 3 раза говорил Аллаху Акбар и 3 раза говорил ля иляха илляллах. То есть здесь то же самое. 2 товарища идут вместе. И можно еще вспомнить хадис, который мы не на прошлом, по-моему, уроке, а позапрошлом уроке говорили, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал Ади ибн Хатим. То есть это был христианин, который покинул город быстрее, пока не дошла до него, не дошел призыв ислама, да, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, позвал через сестру, которую освободил он, отправил к нему, она позвала своего брата, и вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Я Ади, о Ади, от чего ты бежишь?» То есть от чего ты бежишь? Ты бежишь, чтобы не говорить ля иляха илляллах, что нет достойного божества, кроме Аллаха? Неужели ты знаешь кого-то достойного поклонения, кроме Аллаха? Ади сказал: нет, никого не знаю. То есть ты хочешь убежать от истины, получается. Ты кого-нибудь знаешь достойного поклонения, кроме Аллаха? Он христианин, он сказал: нет, никого не знаю. Так от чего ты тогда бежишь? Потом он сказал: «Аюфиррука ан юкал Аллаху Акбар». Ты побежал, убежал, чтобы просто не говорить Аллаху Акбар, слова Аллаху Акбар, то есть ля иляха илляллах, первый вопрос. Второй, что? Аллаху Акбар. Он сказал, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям переспросил: ты кого-нибудь знаешь величественнее Аллаха? Если есть кто-нибудь, разве есть кто-нибудь величественнее Аллаха? Ади сказал: нет. Поэтому здесь то же самое. Вот пророк, алейхиссаляту вассалям, объединил вместе 2 товарищей: тахлиль и такбир. Что касается, мы сказали, что говорили, что сегодня подытожим эти 4 слова. Что касается из этих 4 слов: субханаллах, вальхамдулиллах, ва ля иляха илляллах, валлаху акбар. Какие слова являются самыми достойными, самыми наилучшими? А? Какие? Тасбих, тахмид, тахлиль или такбир? Что лучше? Конечно, тахлиль. Ля иляха илляллах. Ничего из других словосхвалений выше ля иляха илляллах быть не может. Потому что это есть калимату таухид, это есть слово единобожие, и это является основой чего? Основой имана. Основой имана. Это то, что превращает не мусульманина в мусульманина. Это то, что превращает обладателя ада в обладателя рая. То есть он просто с пути в ад, он просто переходит в путь в рай. Так ведь? Поэтому это есть основа веры. И человек, который, может быть, даже уверовал в сердцем, принял истину, но если он не скажет шахада, он не может быть мусульманином. Так ведь? Поэтому и фараон признавал это. И многие арабы признавали, что никто, кроме Аллаха, не достоин поклонения. Но они возгордились и отказались признать это языком. Поэтому это то, что делает нас мусульманами. Это есть иман. И мы знаем хадис: «Ман кана ахиру калямихи ла иляха илляллах». У кого последними словами
в этой дунья, в этой мирской жизни окажутся ля иляха илляллах, он где будет? Он будет в раю. Это величайшее счастье и радость, если кому-то Аллах смилостивится над ним и пожелает, чтобы его самые последние слова в этой жизни были ля иляха илляллах. Он будет в раю. Он будет в раю. Это является благой смертью. Это есть радостная смерть. Да, даже вот смерть бывает, оказывается, благая и плохая, дурная. Вот это есть благая смерть, когда человек умирает с этими словами, и он будет в раю. Он будет в раю. Поэтому, если взять эти 4 слова, это самые великие слова после Корана, мы говорили, да, в хадисе, то получается вот этот тахлиль, это есть основа дерева. Это основа. А остальные, тасбих, тахмид, такбир, если выйти за рамки этих 4 слов, истигфар, другие, да, это как ветви. Это как ветки, они нужны, они сильные, мощные ветки, но именно основание дерева. Основание это ля иляха илляллах. Поэтому из этих 4 слов мы должны понимать, что самое лучшее слово это именно ля иляха. Так же, как и вот мы говорили с вами, что наилучшие слова это Коран. Но мы с вами, я не помню, сколько уроков говорили про именно Коран. Именно как поминание Всевышнего Аллаха. И мы с вами говорили, что из все 114 сур и более 6000 аятов все являются самыми лучшими словами. Но даже внутри Корана некоторые аяты превосходят над другими. Так, нет? Мы говорили, что аятуль курси является одним из самых великих аятов из всех аятов Корана. Мы с вами говорили, что сура Фатиха является самой лучшей, самой великой сурой. Поэтому даже среди аятов, среди слов Аллаха есть те, которые превосходят других. И здесь то же самое. Все они 4 слова, они великие, но из всех 4 этих слов ля иляха илляллах, несомненно, занимает первое место. И, как передал Абу Хурайра в Бухари, сборниках имама Бухари и Муслима, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что вера состоит из более чем 70 ответвлений, веток, да, и а'ляха, и самая великая ветвь, это ля иляха илляллах. Самая великая. Вот этот хадис указывает на то, что выше ля иляха илляллах ничто не может быть. А самая низкая, аднаха, имататуль ада анит тарик, когда человек убирает мусор, убирает преграды с дороги, чтобы эта преграда не мешала людям. Вот это тоже является доказательством, что самая великая ветвь имана — это что? Это тахлиль. Это ля иляха илляллах. Также хадис Абу Зар, который передает, который сказал: я спросил у посланника Аллаха: я Расулаллах, афамин аль-хасанати ля иляха илляллах? То, что человек будет говорить слова ля иляха илляллах, это тоже из благодеяний? То есть за это награда будет? Пророк, алейхиссалату вассалям, как ответил? Хия афдалюль хасанат. Это не просто благодеяние, это самое лучшее благодеяние. То есть за это ангелы будут записывать наилучшие награды, наибольшие награды. И хадисов можно приводить еще больше. Вот. Также здесь, когда можно вспомнить, дорогие братья, другие хадисы, которые указывают на превосходство других слов, то есть из этих 4 других, то есть не про ля иляха илляллах, а есть хадисы, которые указывают, что субханаллах лучше всего. Вот здесь, например, можно вспомнить хадис уместно. Этот хадис в сборниках имама Муслима, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Афдалюль калями», мы этот хадис уже приводили, самые лучшие слова — это те, которые Аллах выбрал для своих ангелов. Субханаллахи ва бихамди. И вот человек может задать вопрос: а что же лучше, все-таки тахлиль или таспих? Здесь же про таспих говорится, да? А вот здесь ученые говорят, что есть слова, которые превосходят другие слова в общем.
В общем, то есть вот, например, что лучше, зикр или чтение Корана? А? Несомненно, чтение Корана это является лучшим зикром. И он лучше, чем просто зикр. Следующий вопрос. А что лучше, дуа или зикр? А? Зикр лучше. Почему? Потому что дуа все-таки это то, что тебе нужно. Ты просишь здесь. А зикр это когда ты не просишь, а ты даешь. Ты восхваляешь Аллаха. Ты не просишь у него ничего. Это искренность. Здесь искренность даже может быть больше в этом случае. Да? Но хотя ученые говорят, что дуа это одно из самых искренних поклонений, потому что когда делаешь дуа, ты себе просишь. Да? Ты себе просишь. Поэтому вот ученые говорят, если посмотреть, ну это арабское слово мутлякан. В общем, взвесить дела, Коран лучше, чем зикр. Зикр лучше, чем дуа. Но есть моменты, когда наилучшее дело уступает место другому делу. Это и в делах так. Во всем мудрость Аллаха. Когда один зикр, который более достойный, чем другой, может уступить место менее достойному. И это менее достойный зикр может стать более достойным. Как, например, ученые приводят как доказательство, пример, да, порядок совершения намаза. Когда мы стоим в кияме перед Аллахом, мы читаем что? Коран. Так ведь? Но как только совершающий намаз переходит с состояния кияма в состояние рукух, сразу же зикры меняют места. Во время рукуха читается Коран? Нет? Нет. Нет. Почему? Потому что Аллаха мы слушаем стоя. А когда мы падаем перед Ним, делаем поясной поклон, здесь уже занимают наилучшее место зикры, тасбих, а не Коран. Получается, вот, если на одной площадке взвешивать, Коран лучше, Коран выше, Коран тяжелее. Но как только человек меняет положение, меняет дело, меняется состояние человека, все меняется. Поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Инни нухиту ан акра аль-Кур'ана раки'ан ау саджидан». Воистину, Аллах запретил мне, запомните хадис, вот в чем хикма, мудрость. Пророк ﷺ сказал: Аллах запретил мне читать Коран во время рукуга и суджуда. Мы Коран, мы Аллаха слушаем стоя, смирно, вот так. Ну, как там говорят, руки по швам, а здесь у нас вот оно. Это состояние смиренного раба. Глаза там, а не там. Все, ты слушаешь Аллаха. Имам воспроизводит, это не слова имама. Он читает суру, это слова Аллаха. Или мы сами, даже по сунне, то, что мы про себя читаем, то, что читает произносит наши губы, мы должны слышать. Да? Некоторые братья читают Коран, ну, когда про себя сунну, они не шевелят губами. Это неправильно. Это не зикр. Запомните, зикр, чтение, кираа, это когда ты произносишь. А нет, намерение, это когда ты просто думаешь, нацеливаешься. Да? Это нельзя вот так читать. Я специально смотрел, не для того, чтобы там у него там найти какую-то ошибку. Да? Надо насихат делать братьям. Губы должны шевелиться. Буквы должны произноситься. Поэтому по сунне мы знаем порядок. Даже твои уши должны слышать то, что ты говоришь. Так ведь? Вот. Поэтому ты читаешь слова Аллаха, и ты стой. Но как только ты переходишь с одного состояния на другое, меняется превосходство. Коран уступает, Коран уступает место чему? Зикрам. Зикрам. Поэтому пророк ﷺ сказал: Аллах запретил мне читать Коран раки'ан и саджидан во время рукуга и суджуда, аммар руку. И посланник Аллаха продолжает: что касается рукуа, фа'аззиму фихи раб. Во время рукуга возвеличивайте Аллаха.
возвеличивайте, то есть Субхана Раббияль Азим, то есть преславен мой Господь великий, Азим. Вот это самые лучшие слова. Или, например, те слова, которые мы с вами говорили. Субханак Аллахумма Раббана ва бихамдик Аллахумма гафирли. Вот эти слова лучше, чем аят аль-Курси читать. Хотя на одной площадке мы можем аят аль-Курси сравнить с тасбихом. Конечно, нет. Аят аль-Курси намного лучше, намного выше. Но вот здесь и аят аль-Курси, и сура Фатиха уступает место вот этим зикрам. А что касается суджуд, пророк ﷺ сказал: «Фаджтахиду фид дуаи факаминун ан юстаджаба лакум». Во время суджуда старайтесь, усердствуйтесь в молитвах, то есть мольбах, дуа. Вот здесь уже дуа. Суджуд — это дуа уже, дорогие братья. И, быть может, Аллах ответит вам. Поэтому, дорогие братья, ответ, что же лучше, как в зикрах, так и в делах, нужно искать в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что это правило касается и зикров, это правило касается и даже наших дел. Есть моменты, если на одну площадку поставить, добавить к этим зикрам чтение Корана еще намаз. Что лучше, намаз, чтение Корана, зикр или дуа? А? Конечно, намаз. Но мы знаем, что есть время, когда запрещается читать намаз. Мы знаем, есть времена, когда порицается макрух читать намаз. В это время намаз делает шаг 1, 2, 3 назад и уступает место чему? Чтению Корана, зикру, тасбиху и так далее, и так далее. Поэтому вот они так меняются. И наши дела так меняются. Быть может так, что тахаджуд — это самое лучшее молитва, самое лучшее поклонение после фарза, да, тахаджуд. Но может быть так, что твоему соседу плохо. Плохо твоему соседу, а ты тахаджуд читаешь. Да? А ему надо помочь, там жена стучится, там упал он, там сознание потерял, там инсульт у него, инфаркт там случился. Да? Может быть так, что тебе, вот как хадис с этим, Джурейдж, помните? Когда он там ушел в монашество, еще во время Бану Исраиль, да, в хадисе говорится, когда мать пришла, матери нужна была помощь, вниманием сына. Она же не просто так его родила, воспитала, да. Она там подошла к монастырю, а он там на 2-м этаже, лестницы нет, они же по веревке поднимались, чтобы никто их к ним не поднимался, а веревку убирали вот так, все, они там уходили на намаз. И он стоит на намазе, все, машаллах, ляззат, наслаждается. И тут мать говорит: улам, там, я Джурейдж, сынок. И он такой не знает, что делать, мать или намаз? Конечно, намаз. Первый день, второй, третий день. И Аллах Та'аля его так проучил потом. Так ведь? Ну, длинный хадис, не будем. Поэтому дела уступают друг другу. Мы знаем, Абдулла ибн Мубарак собрал деньги, собрал группу, поехали в хадж. Вот уже все, она Мекка, все, фарс хадж. И на подходе в Мекку они разбили лагерь, все, отдыхают, кушают. А у них в дороге раньше же как было? Провизию, еду брали, мясо брали живьем. Так ведь? Холодильников не было, дорога была длинная. Это сколько надо было идти, даже там в пределах арабских стран сегодняшних уже, да? И куриц, баранов брали живыми. И по дороге они умирали от зноя, от солнца, да? И у них, смотрят, кого-то ответственным поставили, у них несколько куриц, птиц умерли. Они взяли, выкинули, это же, улягся, мертвечина. И сидят, одна женщина, мусульманка, покрытая, приходит и подбирает эти мертвых куриц. И Абдулла ибн Мубарак говорит: для чего тебе? Говорит, мы, говорит, это я, говорит, семью несу, кушать. И он спрашивает: это же харам, говорит. Это же харам, все, нельзя кушать мертвечину. А у нас, говорит, для нас это халяль. Потому что они умирали с голода. У нее там больной отец был дома, кто-то был. И они просто умирали с голода. И Абдулла ибн Мубарак, вот этот шейх, ученый, да,
собрал группу, они идут куда? В хадж, это же фарс. И он спрашивает у нас, говорит, чтобы обратно дойти, сколько денег надо? Ну, там у них кассир был, среди них там бухгалтер, да, у которого все деньги были, он покупал провизию, там оплачивал, а вот столько надо. Вот это оставь, говорит, а остальное отдай ей. Все идем домой. И все такие, так мы же в хадж, нам же надо совершить. А в хадж мы, говорит, на следующий год еще сможем, иншаллах. А это дело нельзя уже, они умрут. Их надо сейчас накормить, так ведь? Вот поэтому приоритеты, они меняются. Они меняются. И во время этого даже, например, Аллах Тааля больным отменил обязательность поста. Так ведь? Приоритет уже, все, меняется. Меняется уже. Ифтар лучше, чем пост, например, для кого-то. И вот так можно приводить бесконечные примеры. Вот поэтому, дорогие братья, и даже от человека зависит, для кого что лучше. Потому что, например, иногда у пророка спрашивали, а что лучшее в исламе? Вот что оно лучшее, самое лучшее в исламе? Иногда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему отвечал так, а ему по-другому отвечал. Это не значит же, ты почему там так сказал, здесь так. Истина-то одна, нет. Иногда отличались те, которые спрашивают этот вопрос. Иногда отличалось время, например, когда у пророка, алейхиссаляту вассалям, когда он переселился, приехал в Медину, нужно было решать проблемы, социальные проблемы, не было воды, не хватало еды. И вот он пришел, пророк ислама с мусульманами, нужно решать эти вопросы. И когда у него спросили, а что лучше в исламе? Пророк ﷺ сказал, атаймут таам, кормите друг друга, кормите людей, голодных кормите. Афшу салям, распространяйте приветствие между собой. То есть он научил людей здороваться, да, приветствовать друг друга. Вассаллю билляйли ваннасу ниям, и когда люди спят, совершайте намаз. Тадхулу джанната бисалям. И тогда ангелы встретят вас в раю с приветствиями. То есть вы зайдете в рай. То есть он дал понять, что вот это и есть лучшее в исламе для вас сейчас, в это время. Да? Но в сунне мы видим другой случай, когда задали тот же вопрос, а что лучше в исламе? Пророк ﷺ сказал, мусульманин тот, кто обезопасит другого от своих рук и от своего языка. То есть, может быть, это наверняка был такой случай, может быть, человек тот был, которого нужно было остановить, что лучше, если ты не будешь причинять людям вред, гайбат не будешь, там, обманывать не будешь. Поэтому ситуации меняются, люди меняются, и вот эти приоритеты, они меняются, как в зикрах, как в деяниях. Иногда, может быть, вполне возможно, чем совершать дополнительный вид поста, иногда просто, может быть, нужно покушать и идти кому-то помочь, там что-то сделать, да, например. Или там то же самое с тахаджудом, да, или, например, у кого-то мать больная, всю ночь надо за ней смотреть, она смотрит за ней, а сосед, например, тахаджуд читает. Что лучше? Мы не знаем. Может быть, это даже лучше, то, что человек за мамой смотрит. Поэтому даже в делах приоритеты меняются, и поэтому субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха илляллах валлаху акбар ва ла хауля ва ла куввата илля биллахи алиyyil азим. Значит, дорогие братья, у нас осталось ла хауля ва ла куввата илля биллахи алиyyil азим. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.